сегодня позиция и Трампа, президента Соединенных Штатов Америки, она, в принципе, остается неизменной. По-моему, я не помню, кто сказал, Соединенные Штаты Америки сначала, пока не испробуют все неправильные решения, никогда не придут к правильному. Вот они этап за этапом пробуют с Путиным решения, которые абсолютно неверные. Да, а Путин это очень хорошо изучил. И вообще чекисты еще с периода Холодной войны, они очень хорошо выработали тактику манипулировать западными президентами, западными лидерами. Начиная еще с периода Брежнева. Вы помните, 70 какой-то год, вы не помните, это было давно, вы не могли, вы можете просто об этом читать. В Хельсинки, по-моему, была, или в Словении была встреча с Брежнева с американским президентом. И когда они подписывали какое-то соглашение, и, представьте, Брежнев, коммунист, который они прослыли безбожниками, он президенту говорит: Бог нас не простит, если мы не решим эту проблему. И, естественно, для американского президента это возымело очень серьезный эффект, что коммунисты, что Брежнев говорит о Боге, и он знает Бога. Потом следующий этап, это просто чисто уже находится, когда Буш пришел к власти, Путин, встречаясь с ним, Путин ему показал маленький крестик, я об этом уже говорил, и сказал, как он этот крестик спасал. Это мать ему подарила, был большой пожар, и он этот крестик спас. Он думал, что он сгорел, а когда ему кто-то из этих пепла вынесли этот крестик, и он оказался целый. И он сказал: я с этим крестиком не расстаюсь. Для Буша это было определяющим. Он с этого времени сказал, что... Вот побачив душу в очах. Да, он пошел, он посмотрел в глаза и понял, что с этим человеком нужно иметь дело. То же самое сейчас происходит с Трампом. Помните, когда Трамп оказался, проявил недовольство по поводу своего портрета, который где-то висел в каком-то... И Путин тут же написали портрет и отправили в Америку и поздравили, и подарили Трампу его собственный портрет. То есть, что я имею в виду? То, что Соединенные Штаты Америки, в частности, президент стал заложником своей предвыборной кампании, что он заявил о том, что 24 часа, и он закончит войну, и прекратится убийство. И первые условия, что он посадит их за стол переговоров. Естественно, Путин не может отказать ему, что он не будет вести переговоры с Украиной. Но с чего Путин начал? Он начал с того, что он ведет сейчас переговоры. Стамбульский формат, который был еще запущен в 2022 году для того, чтобы Украина капитулировала, с этими условиями они вышли. И к этому же формату Путин привел и сегодняшнюю ситуацию, когда отправил Мединского второй раз через 3 года с теми же условиями, которые они выдвинули. С теми же условиями, что Украина должна капитулировать, отдать регионы, вывести войска. То есть то, что, возможно, он представит какой-то план, конечно, он представит, он будет затягивать время, он будет вести эту игру до тех пор, пока Соединенные Штаты и Америка, и в частности президент, не поймет и не признается в том, что он заблуждается. Я думаю, что администрация Трампа, они понимают, что Путин затягивает время, водит их за нос, как он сам это озвучил, но сам психотип этого человека не позволяет ему признать, что его кто-то дурит, и что у него что-то не получилось. И поэтому этот процесс затягивается. В конечном итоге, если даже самое последнее заявление, что они выйдут из этого процесса, если даже они выйдут из этого процесса, но из этой ситуации они не выйдут. Америка и Соединенные Штаты Америки, я уверен в том, что они будут продолжать поддерживать Украину в их праведной войне. Хотя Трамп и администрация называют это бессмысленной войной, она не бессмысленна. Это война за будущее детей. Люди сегодня здесь защищают свои дома, свои семьи и погибают за право жить в собственном государстве. И поэтому со стороны украинцев это священная война. Со стороны России это агрессивная война. Для того, чтобы остановить эту войну, нужно просто сказать:
в соответствии с существующими нормами и международным правом, с существующими обязательствами, которые Соединенные Штаты Америки взяли на себя в 1994 году, когда подписывался меморандум, и они гарантировали территориальную целостность Украины, безопасность и суверенитет. И то, что сегодня Путин снова озвучил и произнес слово «мы готовим меморандум», это напоминание того, что это ничего не будет означать, кроме там какого-то текста, который ни к чему никого не обязывает. И Путин, конечно, будет продолжать пытаться добиться успехов военным путем. И вчера мы с вами говорили об этом, почему Путин перед тем, как отправить делегацию, собрал командующих. Для решения политического вопроса военные не нужны. Он с ними решал военные вопросы. Он заручился тем, что они ему дали гарантии, что они будут иметь успех. Но для того, чтобы иметь успех на войне, вещи нужно называть своими именами. И поэтому впервые Путин назвал ситуацию в Украине войной. Если идет война и вовлечены военные, значит, у войны есть свои правила. У других операций есть свои правила, которые их освобождают от многих вещей. Но когда начинается война, и население сегодня, российское население, готово к всеобщей мобилизации, и он объявит сейчас всеобщую мобилизацию и попытается добиться успехов, военных успехов. И на помощь он себе призывает на этот период подготовки и легитимизации агрессивной войны в понимании международного сообщества, когда он заявляет, и он хочет сегодня переориентировать ситуацию. Захватническую агрессивную войну он пытается с помощью Соединенных Штатов Америки, которые снова вывели Путина из международной изоляции, несмотря на то, что есть ордер на его задержание, учреждается военный трибунал по преступлениям, но они его выводят. И токсичный Путин снова становится рукопожатным. И это уже Путину дает шанс и возможность говорить о том, что они защищают, они не захватывают территорию, а защищают свои территории, которые в соответствии с их конституцией являются частью России. Они один к одному повторяют то, что происходило с нами. Они сначала Чеченскую республику Ичкерия в одностороннем порядке вписали в свою конституцию, и через 2 года начали войну и объяснили миру, что они ведут войну, не войну, а наводят конституционный порядок в Чечне. Как Путин заявил, СВО, да? Специальная военная операция в Украине, не война. Но сейчас, так как он уже переформатирует свой статус от агрессора на освободителя, он теперь это будет называть освободительной войной. И, естественно, пройдет это, проглотят американцы это или нет, это другой. Но я абсолютно уверен в том, что сегодняшняя ситуация, которая сложилась в Европе, благодаря именно действиям и Трампа, и его администрации, которые дали и открыто сказали, это ваша война, мы вам можем помочь, или стать посредниками, разрешить закончить это с миром. Но нести основную нагрузку должны вы. И Европа это приняла и поняла. И они сегодня на самом деле становятся субъектом в этом конфликте. Они становятся стороной конфликта. Как бы сегодня Трамп не говорил с Путиным, до тех пор, пока не будет вовлечен Европейский Союз, который равнозначно с Америкой объявили санкции, разрешения этого конфликта не будет. И поэтому, да, возможен диалог, прямой диалог между Путиным и Зеленским, но разрешение этой ситуации должны будут быть вовлечены и Соединенные Штаты Америки, и Европейский Союз. И только в этом случае можно добиться результатов. Какой бы сегодня план мирного урегулирования не представил Путин, это не будет иметь никакого значения для разрешения этой ситуации. Пане Закаєв, знаєте, незважаючи на ті перемовини, все одно надважливе це те, що відбувається на фронті. І ви чудово знаєте, росіяни наступають. Знову і знову, справді, Путін чомусь вірить, що можна ще захопити українських територій. Я дивлюсь на сьогоднішнє зведення від Генштабу, яке показує, що вбиті і поранені, вже просто вдумайтесь,
976 тисяч російських покидьків, майже мільйон. Тільки за останню добу вбито поранено 980, тобто майже 1000. І я, пригадуючи вашу війну, ну там ясно, все теж було зі сторони росіян, м'яко кажучи, матерів не ідеально, але були мами, які хотіли забрати строковиків. Були мами, які хотіли зупинити війну. А зараз вже немає мільйону. Потенційно може бути ще мобілізація. Війна ще триває, наступ – це дуже складно. Це складніше, аніж оборона. І росіяни таки, ну хай так буде, як буде. А ви зрозуміли, що з ними відбулося? Що це за робота десятиліттями проведена? Що їм байдуже, що вони вмирають мільйонами. Це в нас, як ви сказали, священна війна. Ну нам нема куди відступати. Ми не можемо повернутися в Саратов, в Ростов. Ми хочемо в себе вдома бути. Тому це інше ставлення. Хоча ми оплакуємо і переживаємо через кожну втрату. Чому росіяни дозволяють Путіну себе вбивати? Вот о чем я все время и пытаюсь донести и до европейских политиков, где сегодня работают так называемые хорошие русские, пытаясь убедить мир в том, что это путинская война, не российская война. А все, о чем вы сейчас говорите, это говорит об обратном, что это не путинская война, это российская война, которая поддерживается. Путин является олицетворением вот этой великодержавной, шовинистической химеры, которые представляют угрозу для всего мира. В нашем случае, еще это было 30 лет назад, в нашем случае мы все как бы жили до этого времени, до 92 года, одной дружной семье. Да? 94 год, когда война началась, было очень много контактов, связаны были. И русские женщины, матери как бы приезжали, они забирали своих сыновей, но они возвращались. Тех, кого они забирали, возвращались обратно. А вот с Украиной сегодня нужно понимать, к чему и почему это первопричина начала войны, которую Путин постоянно заявляет о первопричине. Первопричина в том, что украинцы – это отдельный этнос, это этническая группа. Это уже благодаря Путину украинцы стали политической нацией. Естественно, сегодня русскими эта нация и это государство воспринимается как вражеское. В течение 8 лет вот вся пропаганда с 14 до 22 года, которая велась в средствах массовой информации, вы вспомните что было, что происходило. Они настолько настроили и украинцев настроили, они им дали понять, что нужно будет, если они не будут драться, они перестанут существовать. И русским они давали, вкладывали их, программировали на то, что украинцы это не нация, а вот тот, кто заявляет о себе, о своей идентичности, что они все нацисты и фашисты, которые распяли там мальчика или еще что-то. Ну, это мы через все это проходили. Нужно понимать украинцам одно. Как бы кто ни говорил, и кто бы что ни говорил, это война русистов. А чем отличалась? Почему все исторически считали Россию и российскую армию страшной? Знаешь ты в чем, Алена? Чему? Она в том, что они никогда не считались своими потерями. М'ясні атаки, та, і що Вот ми? они никогда с этим. Еще 1 миллион умрет, Это вот правда. их подход будет такой же. Как женщины сегодня выступают, да, они получают шубы, там какие-то подарки, муж погиб или сын погиб, они пришли и благодарят Путина, мы вам выражаем глубокую благодарность. Вот это сегодняшняя ситуация. И я поэтому всегда говорю о том, что до тех пор, пока вот эта страна будет сохраняться вот в этих территориях, которые сегодня они имеют, как государственное террористическое образование, ничего не изменится. Они будут представлять угрозу для всего мира. Вот для того, чтобы обезопасить человечество, не только украинцев, чеченцев и другие колонизированные народы, чтобы все человечество обезопасить, необходима децентрализация вот этой последней империи. И сегодня у мира есть реальный шанс для того, чтобы этого добиться. Не просто добиться победы, военной победы, а для того, чтобы добиться гарантии безопасности в будущем. А это возможно только после децентрализации этой империи. И сегодня, как складывается ситуация, мы рано или поздно к этому придем. И, Алена, я абсолютно в этом уверен, потому что тех, кому
Россия представляет прямую угрозу, они понимают, что поражение Украины – это следующий шаг, их собственное поражение. Если сегодня агрессора отблагодарить 4 областями Украины и 5 регионами и простить им все, что они сделали, это значит, европейские страны должны выстроиться в очередь. Кто будет следующим? Кого проглотит Россия? Мы вчера говорили, империя, она существует до тех пор, пока она ведет захватнические войны. А сегодняшняя Россия, она является империей. И они не скрывают это. Ни свои амбиции, не пытаются предстать другими. Они подчеркивают свое величие и великодержавие. А если им еще их отблагодарить и подарить им Украину, вы представляете, какой мощный потенциал будет иметь эта империя? Поэтому они за сегодня ведут вот эту войну. И понимание этого, я еще раз говорю, я общаюсь и с политиками, европейскими политиками, у них есть очень четкое понимание, что происходит. И поэтому, да, это может чуть-чуть затянуться, да, это будут еще потери и с нашей стороны, к большому сожалению. Но это не бессмысленно. Это за будущее. За свободу, за будущее нужно бороться. И Украина сегодня демонстрирует вот именно этот момент. Как нужно бороться за свободу, как нужно бороться за независимость и как нужно обеспечивать свое будущее. Когда свобода, она достается бескровно, без труда, это ее не ценят. Как не оценили украинцы, когда они получили статус независимого государства. И 25 лет смотрели на Россию и осуждали чеченцев, которые воевали с русскими, пока они не столкнулись сами с этим. И поэтому сегодня Украина становится мощным европейским государством. Я абсолютно без преувеличения, без пафоса говорю, Украина уже стала лидером свободного мира. И это доказывает сегодняшняя ситуация, когда все европейские лидеры ведущих стран прибывают в Киев для решения и обеспечения оборонной способности не Украины, а Европы и Европейского Союза. Сегодня без военного украинского фактора нет будущего у этого государственного, у территориального образования под названием Европейский Союз, хотя они являются членами НАТО. Сегодня НАТО и гарантии безопасности будущей Европы – это Украина, а не НАТО. И члены НАТО, которые входят в эту организацию и являются членами Европейского Союза, они это понимают. Поэтому я абсолютно уверен в том, что Украина выдержит, она отстоит. А для того, чтобы мы разрушили изнутри этот Карфаген, необходимо повлиять на ситуацию на Кавказе. Первопричина начала становления, возрождения Российской империи – это Чеченская республика. Оттуда в 1994 году началась война, которая сегодня идет в Украине. Если бы тогда мир осознал бы, мир услышал бы в 1992 году Зиада Гамсахурдия, президента Грузии, Джохара Дудаева, президента Чеченской республики, которые заявляли о том, что Россия трансформировалась в империю после распада СССР, что она становится угрозой всего мира и что их нужно сегодня остановить. Но, к большому сожалению, тогда мир не услышал ни Зиада Гамсахурдия, ни Джохара Дудаева. И мы сегодня поэтому пожинаем вот эти плоды. Но для разрешения вот этой ситуации нам все равно придется вернуться. Откуда берет начало вот сегодняшняя агрессия со стороны России? Она началась в Чечне, когда они оккупировали молодое начинающее государство со всеми атрибутами, хотя они сами его, собственно, признавали как независимое государство и как независимый субъект. В 1997 году, после первого военного поражения, Россия официально признала и независимость, и независимый статус Чеченской республики. Но, однако, реализация планов Путина и этой системы, которая привела Путина к власти, первый раз, когда он заговорил, уже начиная становиться сегодняшним Путиным, он назвал распад Советской империи, Советского Союза геополитической катастрофой мира. Вот с этого времени закладывалось то, что сегодня происходит здесь.
И он недвусмысленно уже в 22 году, перед тем, как совершить крупномасштабную агрессию против Украины, заявил об этом, что нужно вернуться к границам 91 года. Не только Украине, а всем членам Европы. Дело в том, что нелегитимное государственное образование, вчера или позавчера, или еще по такому накатанному журналисты называют Россию Российской Федерацией. Она не является таковой. Российская Федерация существовала до 2000 года, потому что федеративный договор, подписанный субъектами Российской Федерации, они были денонсированы в 2000 году. И с этого времени это унитарное государство, которое превратилось в империю, уже захватывая регионы и части. Это Абхазия, Южная Осетия, Транснестрия, который стоит на очереди, и сегодняшняя Украина, которые они требуют 4 или 5 регионов. Поэтому все начиналось с Чечни и должно завершиться с разрешением проблемы Чеченская республика. Чечня и Кавказ – это ахиллесова пята Путина и Российской империи. И все равно нам придется к этому вернуться. И Кавказ сегодня к этому готов. Мы проделали огромную работу. Мы проделали огромную работу с тем, чтобы превратить вот этот оккупированный регион в субъектность. Мы создали комитет, который сегодня официально заявляет и является органом, который будет восстанавливать государственный статус этих регионов, который был заложен еще в 2018 году после распада Царской империи. Поэтому все, что мы сегодня имеем и делаем здесь, в Украине, и кавказцы, которые здесь находятся, и представители других народов, которые сегодня защищают Украину, но они защищают сами себя. Они свою войну ведут за освобождение своих регионов и территорий, которые сегодня находятся под российской оккупацией. Поэтому Российская империя и Россия, и российская армия, касаемо жертв, она не будет считаться своими собственными жертвами до тех пор, пока они не поймут, что их не вынудят к перемирию и к миру. Вот это единственный способ остановить и закончить эту войну, вынудить. Вы по истории вспомните, никогда Российская империя самостоятельно или добровольно не прекращала ни одну войну. Она их проигрывала, да, а только принуждение к миру. И сегодня, как бы там администрация Трампа и другие не пытались закрывать глаза на агрессивную политику Кремля, им все равно придется вернуться к тому принципу, который озвучивал президент Украины Владимир Зеленский. Только сила может заставить их остановиться. И только это может остановить те жертвы, которые мы имеем в результате продолжающейся войны каждый день. О чем неделю президент Трамп это подчеркивает, да, 5000. Как это можно остановить? Одним звонком сказать: Владимир, останови войну, иначе мы закончим переговариваться, и мы начнем, реально мы вступаем в эту войну за Украину. И война бы остановилась бы тут же. А пока с ним разговаривают и позволяют ему манипулировать ими, Путін буде продовжувати війну. Безумовно, пане Закаєве, правий ви і в тому, що тільки мир через силу можливий, і тільки разом і гуртома можна спинити ворога. Для нас, ви знаєте, велика честь, що ічкерійський батальйон, що ічкерійці воюють разом із нами. І дасть Бог, після нашої перемоги ми обов'язково будемо святкувати перемогу і звільнення деокупації Ічкерії, чого ми вам всім щиро вітаємо. Я дякую вам за те, що ви знайшли час, можливість до нас завітати, враховуючи і ваш розписаний графік, і ваші справи. І, як завжди, дякую вам за цю чудову розмову. Дякую за те, що ви до нас